Себана, би Павел гаженеретеп, би Баргажанда Турхенби, бини жи Татьяна гаженерете, теремни Баха Баргажанда Турхен, бини Ава Василий гаженерете, теремни у Бур Монголдо Турхен хитет Яхате. Би Исай Калашникова, Нарымжете, Номе Ханда, Ажаланап. Би Ключевская Гудамжар, Ажахунап. Би Ород Араде, Дунуды, Дулаха, Дуратеп. Би Хамхатеп, Мини Хаман Анастасия Гажанерете, Теремни Оландеде Турхен, Биди Ухибу Гуйбди, Айлга Хейхен Гунзыгы, Утхате Бурятхле, Узахаде Ехехунихлте, Бейне, Берла. Павел выступал, он чуть больше месяца занимается, ходит к нам на курсы. И самое главное даже не то, что Павел говорит, не просто заученный текст, да, а говорит с пониманием структуры предложений, как они строятся, как слова связываются друг с другом в бурятских предложениях. А самое главное то, что Павел, абсолютно не стесняясь, очень смело, да, говорит на новом для себя языке. И да, как бы человек, когда язык только-только начинает осваивать, сразу он никогда объективно не заговорит, будем говорить, с произношением носителя, да, и будут небольшие какие-то неточности, но самое главное не это. Самое главное – это правильный психологический настрой. То есть, на мой взгляд, если уж говорить о методике преподавания бурятского языка, на мой взгляд, в существующей методике очень сильно недооценивается именно психологический аспект. Поскольку вот когда я английский язык, допустим, в школе, в институте изучал, и куда-то выезжаю за границу и говорю на английском языке, я понимаю, что я говорю с акцентом, я не говорю чисто. Да? И если мне кто-то скажет: «О, какой у тебя акцент», да? Ну, меня это абсолютно не заденет. Это потому что, естественно, то, что я говорю на другом языке с акцентом. Но когда человек с детства не владеет родным языком и начинает на нем говорить, и если он встречает недоброжелательную реакцию со стороны носителя языка, это гораздо более болезненно воспринимается именно в отношении родного языка. Сам я до 40 лет родным языком не владел, начал осваивать его только, скажем так, в сознательном возрасте, уже на пятом десятке. И у самого у меня был опыт в детстве. Пытаешься что-то сказать по-бурятски, да? С акцентом что-то скажешь, и аж за животы держится, хохочет. И, естественно, это откладывает такой отпечаток в подсознании, в душе, и возникает такой психологический блок. И на этот блок можно хоть всю грамматику выучить, понять весь бурятский язык, теоретически выучить все слова бурятского языка, что, конечно, невозможно, теоретически, да? Но заговорить ты не заговоришь. Будешь понимать все, что говорят другие, но сам не заговоришь до тех пор, пока у тебя вот этот блок сидит. И вот в рамках своего курса преподавания бурятского языка, который называется «Тодо бурят хлон логичный бурятский», в первую очередь мы уделяем первостепенное внимание именно правильному психологическому настрою. То есть стараемся создать именно такой благоприятный психологический климат. Девиз нашего курса: чем больше вы ошибаетесь, тем быстрее осваиваете язык. И, соответственно, люди раскрепощаются и уже не боятся где-то что-то произнести немножко, как говорится, с акцентом, да, где-то ошибки сделать. И потихоньку входят в язык. Да. Язык выучить невозможно, в язык можно войти. Да. А для этого нужно открыться для языка. Вот как говорит известный полиглот Дмитрий Петров: мы изучаем язык, а язык изучает нас. Изучает нас для того, чтобы понять, как в нас легче и быстрее войти. Соответственно, если человек защищен блоком от языка, да, он никогда не войдет в него.
Поэтому первым делом, на мой взгляд, при преподавании, освоении именно родного языка очень важно правильно психологически к этому вопросу подходить. Потому что, еще раз повторю, что переживания, связанные с родным языком, они очень болезненны для человека. Да? Человек, который родным языком не владеет, я по своему опыту скажу, он может сколько угодно говорить, да, он мне не нужен, зачем мне родной язык, да? Он нигде не пригождается и так далее. Внешне он будет так это позиционировать, но внутри у него все равно будет боль. Все равно внутри будет боль глубоко, у кого-то очень глубоко в душе, у кого-то ближе, скажем так, к поверхности, но все равно эта боль будет, и поэтому этот момент очень важно учитывать именно в процессе освоения родного языка.